2002 году, 23 октября, группа из 35 человек, 18 мужчин и 17 женщин, большинству которых захватчиков было от 20 до 23 лет, самому старшему было 42 года. Вооруженные чеченские бойцы во главе с Мовсаром Бараевым захватили и удерживали в заложниках работников театра, зрителей, ну и там, актерский состав. Далее мы знаем по расследованию общественной организации Норд-Ост, что погибло российских граждан 174 человека. Также погибли все захватчики школы, все 35 женщин и мужчин. Раненые более 700 человек. Раненые, чтобы было понятно, о чем речь, они отравились газом, который применил террорист Путин и его банда. Все, кто принимал участие, сегодня я их тоже назову, этих людей. Некоторые до сих пор здравствуют, некоторые здравствуют очень неплохо, наворовав еще миллиардные состояния в западных странах. Заложников было около 1000 человек. Но предшествовало всему этому чуть-чуть отходящие от официальной российской оккупационной версии события предшествовали. Для придания антизападной формы вот этому действию, вот этому акту террористическому, захвату заложников, был взорван автомобиль у здания Макдональдса, у кафе или ресторан быстрого питания, как его называли. Взрыв произошел 19 октября. Тогда погиб один человек, один молодой человек, 17 лет. Для чего это делалось? Для того, чтобы заранее те, кто захватят вот это здание, уже ассоциировались с Западом как противниками американского образа жизни, американских, ну, всего западного. Именно для этого был произведен этот взрыв. Затем разыгран был спектакль, и было как бы обезврежено еще 2 автомобиля, в котором была взрывчатка и так далее. Зная это, что Россия будет пытаться исказить замысел, да, и попытается сделать так, чтобы Запад отвернулся от нас, Басаев, Шамиль Басаев, который дал добро с его слов на эту операцию, сказал, в случае, если после захвата этого здания, вот этого театра, будут там иностранцы, они там, скорее всего, будут, это центр, это культурное мероприятие, и там очень часто бывают и туристы, и просто иностранцы, которые проживают в Москве, которых очень много, кстати, проживает в Москве. Басаев приказал Мовсару Бараеву выпустить немедленно, как только произойдет захват театрального центра, выпустить всех иностранцев, всех не россиян. Но выпустить так, чтобы машина посольства подъехала прямо к выходу от театрального центра на Дубровке. Вот за моей спиной как раз этот сам театр. И чтобы лично передать представителю посольства определенного государства данного гражданина. Это делалось для того, чтобы, зная, что русские их убьют или могут убить, чтобы это потом не взвалили на тех, кто захватил вот это здание. И благодаря этому в этом обвинить не смогли. Хотя наверняка планы у КГБшников такие были. Также мы хорошо знаем, что эту операцию организовывали спецслужбы России. В частности, в том числе
аппарат президента России, непосредственно Сурков. И непосредственно контакты с Сурковым имел один из террористов, захватчиков, Тиркибаев. Сейчас. Ханпаш Тиркибаев. О том, что Ханпаш Тиркибаев является кротом, и он спровоцировал этот террористический акт, захват этого мюзикла, этого театрального центра, под контролем спецслужб. Тиркибаев предлагал посильную помощь. Многих фактов мы, конечно, не знаем, мы можем только предполагать некоторые вещи, но есть факты, которые достоверно известны. Благодаря Александру Литвиненко, который был убит радиоактивным полонием, да, в Лондоне, бывшим ФСБшником, из своей организации он же был убит. Также информацию добыла Анна Политковская, которая также была убита на день рождения Путина в городе Москве. Исходя из того, что мы имеем на сегодняшний день, можно утверждать, что единственное требование захватчиков — это была остановка геноцида в Чеченской Республике Ичкерия. Далее было судебное разбирательство. Ни один из захватчиков не выжил. Все они были убиты уже в бессознательном состоянии после того, как отравили газом российские спецслужбы. Зашла группа, как описывала их Анна Политковская, с повязками, с белыми повязками на руке. И они добивали всех захватчиков. Всем были произведены, в основном всем были произведены выстрелы в голову. И женщинам, и мужчинам. Также мы можем смело утверждать, что взрывного устройства в этих бочках не было. Вот в этих бомбах. Да, это были такие маленькие газовые баллоны. И в них взрывного устройства не было. Так как газ, который запустили российские спецслужбы, он не моментально действовал, и нажать взрыватель достаточно было не то что там секунд, доли секунд, да, чтобы это все привести в действие. И поэтому здесь две версии. Или спецслужбы приготовили и дали им эти взрывчатые вещества, эти бомбы, либо захватчики не намеревались взрывать, как и в Беслане не были произведены взрывы. Также мы знаем, как в Беслане, до того, как захват произошел школы в Беслане, Владимир Ходов, который был агентом российских спецслужб и затем перешел на сторону чеченских спецслужб, и являлся двойным агентом, для того, чтобы войти в доверие к Шамилю Басаеву, Ходову тогда предложили взорвать рынок в Владикавказе и еще пару террористических актов. Так как Басаев сказал, что он передай своим, что, этим КГБшникам, что он не верит словам, а верит делам. И после этого ФСБшники ничего другого не придумали, как взрывать осетин. Причем эти ФСБшники и эти спецслужбы отвечали за безопасность именно в Северной Осетии. Вот они же проводили террористические акты. Мы этому не удивляемся, мы прекрасно знаем, как работают российские спецслужбы, не говоря уже о том, как они работали еще во времена НКВД, КГБ, сейчас ФСБ, как они в 1999 году готовили войну в Чечне, как они взрывали дома в Буйнакске, Москве, Волгодонске, где они убили 307 своих же граждан, в основном женщин и детей. Точно так же они убивали в Беслане для того, чтобы войти в доверие к Басаеву. И точно так же произошел террористический акт, как перед Макдональдсом, да, был взрыв и убийство одного человека, и затем захват. Делалось это заранее подготовленными
Это здание было выбрано специально, заранее подготовлено для того, чтобы в него пустили газ. Газ поступал с подвального помещения, он был без запаха, без цвета. И люди понимали, что им становится плохо только уже после того, как уже начинали терять сознание. Далее мы знаем, что спецслужбы полностью курировали, только исходя из материалов дела, которые имеются, можно утверждать, что там был крот. И, конечно же, этот крот был Теркибаев. О нем сообщил Александр Литвиненко Ющенкову. После этого депутат Ющенков был убит. Далее было расследование. Дело дошло до Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ установил, что действия смертоносной силы со стороны спецслужб газа в сочетании с неэффективностью спасательной операции стали основными причинами гибели заложников. ЕСПЧ также установил, что российское следствие не расследовало очевидные факты, что также, кстати говоря, подтверждает причастность данной организации, данных российских спецслужб, которые обязаны по Конституции, по закону защищать граждан. Они взрывают своих же граждан, топят их, жгут напалмом из огнеметов, травят газом. И все, что можно сделать, они делают со своими гражданами. Представьте, что они делают с теми, кого они оккупируют. ЕСПЧ также установил, что российское следствие не расследовало очевидные факты халатности должностных лиц, членов оперативного штаба, отвечающих за общую координацию действий по спасению заложников. ЕСПЧ обязал российские власти провести эффективное расследование и представить удовлетворительное и убедительное объяснение причин смерти заложников и установить степень ответственности должностных лиц за их смерть. В деле Норд-Оста есть две большие тайны: формула газа и состав членов оперативного штаба по проведению контртеррористической операции и освобождению заложников. Формулу газа российское правительство категорически отказалось раскрыть даже в Европейском суде. Почему отказалось российское правительство от раскрытия? Потому что этот газ был запрещен Международной конвенцией. Его нельзя применять ни против террористов, ни против своих граждан. В основном граждане Российской Федерации погибли от этого газа, как я уже говорил ранее. Но Анной Политковской удалось установить список, не полный, конечно, список, но вполне достаточный для возбуждения дела. И им в этом помогали далеко не рядовые участники тех событий. Я сейчас зачитаю этот список, и эти лица должны быть рано или поздно быть привлечены. Так как в этом деле, это касается, там погибли наши граждане, и как гражданин Ичкерии я считаю, что мы также вправе требовать, как и россияне, наказания всех виновных за эти действия. Первым был начальником штаба, оперативного штаба, был генерал Проничев, заместитель директора ФСБ Российской Федерации, получивший звание Героя России за Норд-Ост. В силовой блок штаба также входили заместитель директора ФСБ Анисимов, В. Анисимов и заместитель директора ФСБ А. Тихонов, заместители министра МВД А. Чекалин и В. Васильев, тот самый, который сейчас возглавляет Дагестан. Руководитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД А. Овчинников и его заместитель Ю. Демидов. Начальник УФСБ по Москве и Московской области В. Захаров. Администрация президента была представлена членом оперативного штаба Сергеем Естержемским, который отчитывался перед Александром Волошиным. В штабе Волошин не появлялся, но руку на пульсе, по свидетельствам очевидцев, держал. Перед ним отчитывался даже генерал Проничев.
К Волошину ездили почти все политики и депутаты Госдумы, которые участвовали в переговорах с захватчиками. Особо надо отметить, что в переговорах участвовали только гражданские лица или бывшие военные, такие как Руслан Аушев и входивший в штаб Асламбек Аслаханов. Членом штаба являлся депутат Госдумы от Москвы Валерий Драгонов. Он входил в так называемый гражданский штаб или штаб Москвы. Возглавлял этот штаб мэр Москвы, мегавор и преступник, пособник геноцида в Чеченской Республике Ичкерия Юрий Лужков. Членами штаба были руководитель ГУВД Москвы Пронин, а также все руководители департаментов московского правительства, в частности, руководитель департамента здравоохранения Сельцовский. Вот неполный список тех, кто виновен в гибели более 200 человек и более 700 получивших ранения. Я бы хотел рассказать по поводу теперь Ханкаша Тиркибаева. Этот человек был какое-то время пресс-секретарем Масхадова, там где-то отирался и имел доверие какое-то. И вот этот человек совершил вот такую подлость. Он, неизвестно по разным данным, говорят, что он находился в Норд-Осте, потом покинул его, а говорят, что его вообще там не было. Но факт остается фактом, что Тиркибаев начал давать показания. Видимо, Тиркибаева могли использовать в темную, или он испугался ответственности и начал об этом говорить. В частности, он общался с Анной Степановной Политковской, которая очень много у него узнала и собиралась и дальше расследовать это дело, но была убита. Тиркибаев также был убит, как попал в автокатастрофу. Это стандартная такая ликвидация неугодных. Но в это время, в момент захвата школы, этого театрального центра, Тиркибаев ушел оттуда. Был ли он там или нет, но если он был, то он ушел оттуда. Есть информация, что он там тоже находился, потом залез на крышу, подал сигнал и был эвакуирован своими кураторами. Про Тиркибаева пишет Литвиненко. Я передал Ющенкову, депутату Государственной Думы, который занимался расследованием, установочные данные. Также хотел бы сказать, что Ющенков занимался расследованием взрыва в 1999 году, взрыва домов, да, которые провели также спецслужбы ФСБ под руководством Патрушева, на тот момент директора ФСБ, ну, по прямому приказу Путина и его банды. Я передал Ющенкову установочные данные Тиркибаева, и он собирался проверить информацию по возвращению в Москву. Я убежден, что с ним расправились за это расследование, заявил Литвиненко. Тиркибаев, как говорится в пресс-релизе, специализировался как крот на внедрение в роли провокатора в среду чеченских воинов. Он начал работать на ФСБ в качестве журналиста на грозненском телевидении. В конце 2000 года Тиркибаев работал в пресс-службе президента Чеченской Республики Ичкерия. В начале 2001 года по заданию российских спецслужб он перешел в один из отрядов чеченского сопротивления. По информации Литвиненко, в настоящее время Тиркибаев находится в окружении Малика Садулаева, промосковского чеченского лидера, близкого к спецслужбам. Это имеется в виду на тот период времени, когда Тиркибаев еще был жив. Об этом говорил Литвиненко. Далее. Тиркибаев сопровождал спецпредставителя президента России Дмитрия Рогозина во время сессии ПАСЕ в Страсбурге 31 марта в качестве представителя чеченской общественности, отмечается в заявлении Литвиненко. По сведениям же чеченских спецслужб, Тиркибаев является резидентом ФСБ в Баку и собирал информацию о представителях президента ЧРИ за рубежом, а также специализировался на распространении дезинформации в среде чеченских беженцев и дискредитации чеченского сопротивления. По заданию спецслужб Российской Федерации агент Тиркибаев не раз выезжал в страны Ближнего Востока для сбора информации о посланниках президента в этих странах и их деятельности.
По возвращении из Дубая он должен был переправить в Москву документы и атрибуты чеченского парламента, а также видео и аудиозаписи с обращениями и заявлениями президента Чеченской Республики Ичкерия. Все они хранились на явочной квартире освобожденного президентом Черии от обязанности, исполняющей обязанности председателя парламента Черии, национал-предателя Тимирова Исы, который еще в прошлом месяце перешел на сторону оккупантов. Попытка вывоза документов и провокационные материалы, собранные Теркибаевым, были успешно пресечены спецслужбами Черии. Это все из прессы. Далее, по поводу Индербиева. Наш президент, экс-президент Зелимхан Индербиев был убит в Катаре. Перед тем, как его убить, он был внесен в список террористов. В список террористов его, как обычно, обманным путем Россия внесла в этот список, а Запад, как обычно, послушался, последовал не духу и слову закона, а было достаточно только слова закона, то есть буквы закона. И ни в коем случае не акцентируя внимание на смысл закона, который вкладывает в закон законодатель. Теркибаев, как это произошло? Индербиева связали с захватчиками школы театрального центра на Дубровке и сказали, что это он организовал. Хотя это абсолютная ложь. Теркибаев, как это было сделано? Теркибаев позвонил Индербиеву и очень спешно сказал буквально следующее. Зелимха, это говорит Ханпаш Теркибаев, прошу срочно позвонить по этому телефону. И продиктовав номер телефона, отключил связь. Зелимхан знал Теркибаева, но не знал всей его сути. Являясь осведомителем российских спецслужб, Теркибаев, пользуясь чеченской беспечностью, пробрался в окружение высшего политического руководства Черии. К сожалению, Зелимхан этого не знал, поэтому сразу же набрал полученный номер телефона. На другом конце ответили по-чеченски, и Зелимхан спросил: «Вы кто?» «Шумильшду», ответил Маусар Бараев и объяснил ситуацию. Поняв, что произошло, Зелимха просил никого не убивать, не трогать, и что гуманное отношение к заложникам может повлиять на ситуацию в положительном смысле. Просил отпустить женщин и детей, и что сам постарается прибыть в Москву, если официальная Россия даст такую возможность и гарантии. Бараев был полностью согласен. Кстати, позже, когда Зелимха пытался еще раз дозвониться до Бараева, телефон в Москве уже не отвечал. Буквально сразу же после этого разговора Зелимха написал соответствующее письмо на имя российского посла в Катаре, и оно для передачи было вручено лично российскому консулу в Катаре Максиму Максимову. Однако ответа не последовало. Его не могло быть, поскольку цель российских спецслужб была достигнута. Индербиев звонил террористам, был с ними на связи, имел беседу. Позже, когда российская сторона настаивала на включении Зелимхана Индербиева в список международных террористов, именно манипуляции с искажением его диалога с Бараевым и явилась для Совета Безопасности ООН ключевым для удовлетворения требований России. Я не беру во внимание еще и то обстоятельство, что в дополнение к этому основному факту были приложены как веские доказательства призывы ко всеобщей борьбе с террористическими силами, противостоящими исламскому миру. Этот последний факт явился для Совета Безопасности ООН как бы косвенным подтверждением к российской версии. Далее мы все знаем, что произошел штурм. Сперва штурмом это нельзя назвать. Сперва был пущен газ, и когда все уже отключились, туда вошла группа ликвидаторов и просто убила людей, которые находились в беспомощном, бессознательном состоянии, что также является преступлением. Еще что можно ответить по этому поводу? Это не первый террористический акт, совершенный российскими спецслужбами, это не последний террористический акт, не последнее массовое убийство, которое совершала Россия и совершит как на своей территории, так и на других странах. Потому что других методов воздействия на общественное мнение
и удержания власти и тех миллиардов, которые они похитили у своих же граждан, других методов у них нет. Я не знаю, и им отступать некуда. Далее я бы хотел перейти, да, эта тема очень обширная. Еще есть очень интересный момент. Анна Политковская заходила туда, она писала об этом. Это я не буду зачитывать, очень интересно, в «Новой газете» она писала, вы можете посмотреть об этом, прочитать, как ее диалог с Абу-Бакаром, одним из лидеров группы захватчиков. И с ней зашел Леонид Рошаль, детский врач. И когда Анна Политковская пыталась выпросить, выудить у Абу-Бакара заложников, хоть одного, двоих, троих детей, женщин, кого-нибудь, как-нибудь им помочь, задерживалась, не хотела уходить оттуда. В этот момент уже доктор, бросив женщину, скрылся. Герой Леонид Рошаль собрал информацию необходимую, показал, что он не такой трус, что может войти, но не хватило духа до конца досидеть. И он скрылся.